ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Среда, 10:00, городская администрация. Очередной день контроля. Перед первым замом градоначальника отчитываются руководители 4 ведомств. Меньше всего вопросов вызвал доклад Павла Богатчика. Начальник управления ГОЧС рассказал о работе курсов гражданской обороны. Поведению при пожаре научили более 50% работников унитарных предприятий города. А вот как обстоят дела с приватизацией муниципального имущества – вопрос. На него ответил председатель комитета управления тем самым имуществом. План по приватизации выполнили на 121%, но доклад не сильно обрадовал первого зама Федора Любанина. По его мнению, многие торги срываются из-за так называемых игроков. В итоге некоторые лоты приходится отдавать за бесценок. То есть ваша документация или что-то каким-то образом предусматривает, что компенсация чему-то или как-то. То есть можно же просто кому-то играть на этих торгах и делать так, что остальные потенциальные покупатели отходят с торгов, потому что цена уже заоблачная. Я беру просто потом и не заключаю договор. В следующий раз вы объявляете, опять заявляюсь, опять всех таким образом отшиваю, а опять не заключаю договор. Но, несмотря на эти проблемы, результат приватизации – 81 миллион в казну города. Положительной динамикой поделился Игорь Кирьянов, заведующий отделом муниципальных услуг. Он рассказал о госуслугах в интернете. По его словам, это уменьшает бюрократию и делает работу чиновников прозрачнее. За 2015 год жалоб на них через сеть стало на 16% больше. В целом, за тот же год госуслугами посредством всемирной паутины воспользовались 355 тысяч ухтинцев. Но многие идут за советами и ответом все же не к компьютеру, а по старинке. Пишут в администрацию. Как обстоят дела с этими обращениями, доложила заведующая общим отделом. По 1530 обращениям граждан были даны разъяснительные ответы. Удовлетворительные ответы заявителям даны на 845 обращений. Отрицательные в 183 случаях, перенаправлены по принадлежности 84 запроса. Согласно законодательству, в установленный срок были подготовлены и направлены заявителям 2460 ответов. К слову сказать, цифра обращений по сравнению с позапрошлым годом стала меньше. Нет, это не людское отчаяние искать поддержку. Это решился вопрос с ПЗРО. Именно с этой больной темой был связан рост заявок от горожан в 2014 году.